Здравствуйте. Доброе утро. В студии Рустем Каримулин И Ассоль Мухамедянова. Мы рады приветствовать вас на телеканале «Новый век» и приглашаем это утро провести с пользой и информативно. мы поговорим о здоровье, о воспитании детей и их досуге. А еще мы встретимся с удивительными людьми. И все это в ближайшие 45 минут. Сегодня 17 апреля, вторник, и мы начинаем. Без рецепта. Советы для тех, кто хочет дышать полной грудью. Счастливые люди. Всю жизнь она отдала детям и очень этому рада. Советы юриста. Как уберечься от мошенников в интернете. Итак, сегодня 17 апреля, Всемирный день гемофилии. По данным, количество больных гемофилией в современном мире составляет 400 тысяч человек. Около 15 тысяч больных проживает на территории России. Вот такая статистика. Гемофилия – это наследственное заболевание, связанное с нарушением свертываемости крови. Страдают ей только мужчины. Современные методы терапии позволяют значительно улучшить жизни таких больных, и они ведут практически нормальную жизнь. Гемофилия – наследственное заболевание, связанное с нарушением свертывания крови. Тимур Ганеев внешне ничем не отличается от других людей. Но сейчас он испытывает боль в колене, и скоро ему потребуется операция, ведь диски в суставе стерлись. Избавиться от боли и оказать себе самому первую помощь пациентов с этим диагнозом учат с 17 лет. Я гемофилик, мои сыновья будут здоровы, мои дочки будут здоровы. А уже сыновья моих дочек могут стать гемофиликами, могут быть, а могут не быть. Это как повезет. Сейчас лекарства есть. Раньше мы, если кололи плазму, криопицетат, нам это вообще не помогало. Наоборот, может быть, даже как-то ухудшало, усугубляло, наоборот, только, может быть, как-то наше здоровье. А сейчас вот этот фактор, он отлично работает. То есть мы делаем все профилактику, 3 раза в неделю мы делаем укол нужный, нужное количество, нужную дозу колем. И все, мы можем спокойно на велосипеде кататься, там, не знаю, плавать, в качалку ходить, кто любит там спортом, вообще так усиленно заниматься. Сейчас больные гемофилией не лежат в больнице постоянно, как еще 20 лет назад. Родители могут сами оказать медицинскую помощь своим детям. Алсу Соколова, мама Амиры и Ясмин, рассказывает, что сначала диагноз сына и дочери поверг ее в шок. Но государство активно помогает с лекарствами. Женщина прошла курс подготовки и сейчас сама делает уколы детям. У нас последний случай был 30 лет назад, мой двоюродный брат. Просто мы про это забыли. И вот когда у нас у сестер, у моих двоюродных сыновей, ни у кого ничего нет. И когда вот родился он, когда вот в роддоме уже не остановилась кровь, мама говорит, вспомнили. Это наследственная болезнь гемофилии. У нас и у дедушки, и у дяди много. Я даже не замечаю, что у меня ребенок болеет гемофилией. Потому что мы вот 3 раза в неделю делаем ему укол. Вот, и все, он так же, как обычный ребенок. Гемофилию невозможно вылечить полностью, но современные медицинские технологии делают жизнь пациентов легче. В Казани есть и российское общество гемофилии, где люди с одинаковым диагнозом общаются и поддерживают друг друга. Ведь в любой ситуации можно получать удовольствие от жизни. Нельзя заранее предугадать, кому суждено стать жертвой той или иной болезни. Ей может стать любой из нас, даже самые знаменитые и богатые люди беззащитны перед серьезными недугами. О болезни Паркинсона широко заговорили после того, как ей заболели такие известные люди, как Папа Римский Иоанн Павел II, Майкл Фокс, звезда фильма «Назад в будущее», и икона мирового бокса Мухаммед Али. В Казани во Всемирный день борьбы с этой болезнью прошел флешмоб. Как это было и чего хотели добиться его организаторы, в нашем следующем сюжете. Движение – это жизнь. Когда у тебя есть цель, тем более. Оказывается, скандинавская ходьба и ритмичные танцы могут замедлить развитие болезни Паркинсона. На флешмобе, который прошел в парке Урицкого, сотрудники Республиканского клинико-диагностического центра экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии провели мастер-класс. Еще одна задача флешмоба – рассказать о новых технологиях лечения Паркинсона, которые появляются в нашей стране. Да, они есть, но, к сожалению, не все могут им воспользоваться. Квот мало. Например, нейростимуляторы.
Нейростимуляция – это имплантация в головной мозг электродов, через которые в него поступают высокочастотные электроимпульсы. Этот метод заметно улучшает качество жизни больного. Болезнь Паркинсона встречается у 2% людей старше 60 лет. Эту болезнь невозможно вылечить, но есть возможность замедлить. И есть надежда. Не просто так они в холодный сырой день пришли в парк. И еще важно знать, что ты не одинок. Поддержка – еще один значительный момент как этого флешмоба, так и лечения заболевания. Показываем круг большой раз. Посвятим еще несколько минут этой части программы разговора о здоровье. Дэвид Кинг, ученый из Австралийского университета Квинсленда, советует правильно сморкаться при сильном насморке. Оказывается, делать это нужно поочередно, каждой ноздрёй, а не сразу двумя, как это делают многие. Вот так. Иначе вместо облегчения можно причинить вред здоровью, говорит ученый. У некоторых его пациентов от неправильного высмаркивания он наблюдал обострение синусита, головные боли и даже перелом глазницы. Вот такой ужас может произойти. А в этой связи Кинг советует при сморкании всегда по очереди затыкать одну из ноздрей. Кроме того, не стоит прикладывать слишком много усилий, пытаясь избавиться от выделений и наладить дыхание через нос. А умение правильно дышать – еще один залог вашего здоровья. Об этом расскажем прямо сейчас. Часто мы совершенно не обращаем внимания на вполне обычные и привычные вещи, например, на наше дыхание. Может быть, вы замечали, что при дыхании носом одна ноздря постоянно забита или дышит гораздо хуже другой, а потом они меняются местами. Если быть точнее, дыхание через ноздри происходит попеременно каждые 2 часа. За это отвечает наша нервная система, которая стимулирует разбухание пещеристого тела в ноздре, блокируя наш дыхательный канал. При насморке обычно забивается одна ноздря, а вторая активно насыщает кислородом нашу кровь. При очень обильном сильном насморке может быть забито оба канала. Именно дыхание носом наиболее физиологично и правильно. Дышать ртом так же неестественно, как принимать пищу через нос. Кроме того, воздух, проходящий через носовые ходы, очищается от пыли, прогревается до температуры тела. Значит, человек меньше подвержен различным инфекциям и простудам. Поверхностное и частое дыхание блокирует сжигание жиров и часто изнашивает сердце. Дыхание ртом снижает жизненную емкость легких и снижает газообмен в организме, даже если при этом вы будете дышать правильно брюшным дыханием. Например, физиологи и йоги рекомендуют дышать медленнее и реже. Более эффективный кислородный обмен происходит в нижней части легких. Чтобы сюда воздух попал, нужно диафрагмальное дыхание. Диафрагмальное, то есть это брюшной полостью. Проще говоря, дышите животом. Проверка проста. Необходимо положить одну ладонь на живот, а вторую на грудь. Начинаем принудительно вдыхать животом. Рука на животе обязательно должна подниматься. И как только рука на груди тоже поднимется, прекращаем вдох. Помните, неправильное дыхание может привести к нарушению венозного кровотока, к проблемам в работе желудочно-кишечного тракта и некоторым другим болезням. Но если начать дышать правильно, эти болезни постепенно могут уйти сами собой. Самое главное богатство наше – это, конечно же, здоровье. Мы желаем всем нашим телезрителям прекрасного самочувствия и напоминаем, если вы хотите посмотреть повторы наших программ, заходите на наш сайт www.tnv.ru. Также мы есть ВКонтакте, в YouTube и в Instagram. Подписывайтесь, задавайте свои вопросы, мы с удовольствием на них ответим в наших последующих программах. Мы желаем вам доброго утра, и сейчас время традиционного гороскопа. Овны будут задаваться риторическими вопросами на тему жизни, чем просто будут мучить себя на протяжении дня. Не начинайте много дел сразу, у вас вряд ли получится разорваться. Сегодня тельцы буквально будут выпрыгивать из штанов, чтобы все успеть, но время, как заколдованно, идет против них. И еще не делайте непродуманных поступков. Ну, по крайней мере, из штанов еще рановато выпрыгивать, несмотря на то, что на улице тепло. Финансовое положение близнецов сегодня придет в плачевное положение. Не ищите виноватых, ведь вы сами ленитесь последние дни и ждете, когда на голову рухнет мешок с деньгами. Пересмотрите свое отношение к жизни.
Раку обещано множество приятных сюрпризов. Один из них – встреча с человеком, который зарядит вас энергией и откроет глаза на новые перспективы. А в любви следует слушать сердце, а не советы завистливых людей. Но на самом деле это самый хороший совет. Не слушайте никогда никого, что касается вопросов любви. Лев натолкнется на такую волну непонимания, что ему захочется одиночества. Если наберетесь терпения и постараетесь убедить всех в своей правоте, то победите. Рискните, ничего не потеряете. Девы, теперь гороскоп для вас. Сегодня не стоит делать что-то в полсилы. Подумайте, может, вы давно не уделяли должного внимания своей второй половинке. Не скупитесь на добрые слова и не стоит стесняться говорить о том, что вы чувствуете. И вы увидите, как много вы получите в ответ. Продолжаем программу и предлагаем вам вспомнить и понять, как обычно вы начинаете свое утро. Оказывается, большинство людей изо дня в день повторяют одни и те же ошибки. И сейчас мы расскажем о большинстве из этих ошибок и о том, чего ни в коем случае нельзя делать. И вот почему. Нам кажется, этот разговор будет очень полезным. Что делают многие из нас, лишь проснувшись? Правильно, тянутся рукой под подушку за телефоном. Если вы тоже так делаете, пора избавляться от этой привычки. Постоянно завязываете тугой хвост? Тогда не удивляйтесь потом, когда волосы станут ломкими и тусклыми, начнут выпадать. Носить тугой хвостик без сильного вреда для волос можно не чаще, чем раз в 3-4 дня, при условии, что вы постоянно будете менять расположение резинки. Вы все еще умываетесь мылом, ссылаясь на то, что оно детское и безвредное? В любом мыле содержится много щелочи, которая меняет кислую реакцию кожи, способствует ее сухости, потере эластичности и, как итог, преждевременному старению. После такого умывания требуется не меньше 5 часов для того, чтобы кожа вновь восстановилась. Начинать утро со сладкого тоже очень плохо. Часто можно услышать утверждение, что сладкое нужно кушать в первой половине дня. Это действительно так, но заметьте, в качестве перекуса, а не первого продукта, который попадет в ваш желудок утром. Лучше начните свой день с медленных углеводов, которые никак не вредят фигуре и дарят длительное чувство насыщения. Но помните, что даже полезный продукт можно испортить большим количеством соли. Отсюда еще одна вредная привычка – пересаливание. Вода – насущная тема. Мало пить вредно, но заливать в себя немеренное количество жидкости тоже не очень хорошо. Идеальный вариант – следить за своим водным балансом, который зависит от таких факторов, как пол, возраст, вес и способ жизни. Долго сидеть или лежать на одном месте также вредно и для фигуры, и для состояния вашей кожи. Приучите себя двигаться каждые 15-20 минут, особенно если у вас сидячая работа и малоподвижный образ жизни. 19 апреля в Казани стартует второй международный конкурс молодых исполнителей имени Рудольфа Гуммерта. Об особенностях нынешнего конкурса говорим с председателем жюри Рустемом Хайрудиновым, лауреатом международных конкурсов, профессором Королевской академии музыки Великобритании и преподавателем Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева Татьяной Ивановой. Доброе утро, очень рада вас видеть. Доброе утро, здравствуйте. Татьяна, первый конкурс проводился среди исполнителей на струнных музыкальных инструментах, а в этот раз соревнуются пианисты. Почему такой выбор? Ну, это самые актуальные на сегодняшний день специальности, по крайней мере, судя по поступаемости детей. Нам бы хотелось увлечь школьников этой профессии, и хотелось бы, чтобы они сделали правильный выбор, и талантливые, действительно талантливые музыканты шли в нашу профессию, продолжали вот эту преемственность поколений. А кто участвует в конкурсе? В этом году, ну как и в прошлом году, мы пытаемся охватить весь образовательный кластер музыкальный. То есть это музыкальные школы, причем это выпускники, старшие классы, это средние специальные
и музыкальные школы специальные, и СУЗы. Ну и, конечно, высшие учебные заведения, то есть вот для того, чтобы дети, маленькие дети, школьники слышали, как играют уже замечательно. Консерваторцы. А на каких площадках будет проводиться конкурс? Это Казанский музыкальный колледж, как известно, один из лучших залов у нас по акустике. Ну и Казанская консерватория, зал имени Рахманинова. Прекрасно. А что вот вы принесли такое вот прекрасное, красивое и прям блестящее? Да, это у нас такие эксклюзивные кубки, которые создали специально для конкурса. Вообще, нам кажется, что вот какая-то особенность должна быть у каждого конкурса, то есть свое лицо. Вот для нашего конкурса был создан такой логотип. Здесь просматривается буковка «Г», «Гумерт». И вот такие красивые кубки изготовили для каждого лауреата конкурса. Ну и плюс будут денежные призы, что, конечно, тоже является привлекательным для исполнителей. Очень красиво. Давайте поговорим про международный статус конкурса. Да? Кто заявлен, так сказать, из участников, кто делает этот конкурс международным и насколько важен этот статус? Ну, международных конкурсов сейчас на самом деле очень много, но нам бы хотелось, чтобы это было не просто на бумаге, а чтобы это действительно был статус международным. Во-первых, это, конечно, уровень программы. 2 тура со сложной программой. Не каждый ребенок способен это освоить. Во-вторых, это, конечно же, эксклюзивное жюри. Для нас очень важно, чтобы это был действительно международный уровень. И в прошлом году, и вот в этом году у нас замечательные представители из разных стран. Пожалуйста, Рустем Хайруддинов, который сегодня у нас здесь в гостях. Это Лондон, Королевская академия. Санкт-Петербург, что очень важно, потому что сам Гумерт – это ученик Римского-Корсакова, который как раз окончил Санкт-Петербургскую консерваторию. Петр Лаул, Санкт-Петербургская консерватория, тоже музыкант, который очень много концертирует. Гюльнара Нурланова, это Казахстан, Алматинская консерватория. Евгений Михайлов, конечно же, один из лучших представителей нашей профессии, пианист, Казанская консерватория. Ну, вот, в общем-то, представители разных городов, разных стран, и едут к нам учащиеся и школы, и консерватории из Казахстана. И мы очень рады, что даже первый конкурс, он уже привлекает представителей из разных городов, из разных стран. Рустем Афзалович, вот вам хочу вопрос задать. Вот российская фортепианная школа известна на весь мир, да? Но вот мы в этом ключе привыкли говорить о Москве и Санкт-Петербурге. А вот наш город может соревноваться с этими городами, с этими столицами? Очень интересно вот вас послушать. Ну, вне всяких сомнений, у нас всегда была очень сильная школа. В принципе, конечно, я считаю, что школа зависит от педагогов. Вот кто на сегодняшний день обучает детей, студентов, и у нас педагоги всегда были очень сильные. Даже вот в те времена, скажем, когда я поступал в Московскую консерваторию, мне казалось это какой-то несбыточной мечтой, а на самом деле я поступил достаточно легко и с первого раза, в то время как из московских, из ЦМШ, из Мерзляковки, люди по несколько лет поступали, не могли попасть. И тут, конечно, огромную роль играл мой педагог Марина Борисовна Арбузова. Она меня готовила. И сейчас у нас блестящие педагоги. Сильная школа. Да. Я вот сидел в составе жюри конкурса Губайдульной несколько лет назад и был просто поражен уровнем. Уровень очень-очень высокий. И, факты сами за себя говорят, как говорится. То, что у нас учился Юрий Егоров в нашей школе, Михаил Плетнев в свое время, их подготовили вот в самом начале. А я считаю, что самое начало – это, конечно, самое трудное. Начать ребенка, наставить его на путь истинный, поставить ему руки, привить ему музыкальность. Дальше уже идет обработка, отшлифовка и так далее. У нас очень-очень высокий уровень, и, в общем, есть чем гордиться. А может ли победа в таком конкурсе стать ступенью для музыкальной карьеры мирового уровня? Несомненно. Вы знаете, никогда не известно, какая победа или иногда даже не победа. Да, иной раз проигрыш. Да, иной раз проигрыш, потому что
Ну вот в моей судьбе, например, получилось так, что я участвовал в конкурсе, где, ну, скажем так, некоторые члены жюри занимались коррупцией. Вот. И получился как бы скандал, который докатился до Японии. Даже так. Японский импресарио, прочитав об этом в прессе, пригласил меня на концерты в Японию. Понимаете, при том, что первую премию мне тогда не присудили, но японский член жюри, приехав в Японию, дала интервью, что был вот такой человек из России, которого там пытались затереть и так далее, и так далее. И потом дело даже, если конкурсы абсолютно честные, ведь дело в том, что это очень интересное сочетание спорта и искусства. То есть для того, чтобы быть успешным в конкурсе, мало быть прекрасным музыкантом. Нужно иметь стальные нервы и какую-то волю к победе. Выдержку. Это далеко не всем подходит. Поэтому я призываю наших телезрителей, приходите не только на второй тур, но и на первый, потому что иногда очень талантливые люди могут нуждаются в поддержке. И могут просто не дойти до второго тура. Да. Это не говорит о том, что они плохие музыканты. Это человеческий фактор. В любом случае, все мы люди, как у спортсменов. Только если спортивная злость, она придает тебе уверенности у спортсменов, мне кажется, в этом и может быть отличие, что, но все-таки музыканту, который настолько иногда работает со своим инструментом, когда пальцы должны порхать, а у тебя просто вот мышцы все напряжены. Потом тонкая душевная организация все-таки для того, чтобы ведь с чем мы занимаемся, собственно говоря, мы отшлифовываем изо дня в день, как можно это выразить еще более прекрасно, чтобы людей как бы задеть за живое. И вот уметь сочетать это с какой-то волей к победе, или, по крайней мере, уметь отстраниться от того, что тебя сравнивают с другими кандидатами, это просто огромная нагрузка, даже психологическая. А вот ожидания какие у вас от конкурса? Возможно, вы ждете каких-то самородков, или, может быть, уже кто-то есть, на кого вы точно знаете? Вот, обратим внимание, мы его уже где-то видели. Ну, наверное, как раз-таки вот мы ожидаем, мы ждем, что кто-то откроются новые имена, откроются новые дети, и, может быть, вот Рустем кого-то пригласить. Да. Важно, чтобы дети ведь тоже знали, куда, как строить вот эту карьеру, куда пойти, где можно еще поучиться, куда нет предела совершенству. И вот очень важно для нас, по крайней мере, когда мы организовывали этот конкурс, чтобы дети видели, что перспективы, они просто беспредельные, и нужно стремиться все выше и выше и выше. Не останавливаться, не вариться в собственном соку и оценивать себя. Ну, наверное, сначала в сравнении с казанскими музыкантами, потом с московскими, петербургскими, потом с европейскими. Мы очень надеемся, что в будущем к нам будут приезжать и из дальнего зарубежья непременно. Мы тоже будем на это надеяться. Да, вдруг именно этот конкурс откроет нам очередного Рихтера? Вполне возможно. Будем надеяться. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Новых вам открытий новых талантов. И, конечно же, удачи всем участникам. И я думаю, что мы обязательно сейчас с вами встретимся в нашей программе. Спасибо. Ну, а сейчас мы видим, какие культурные события ожидают сегодня жителей. О культурных событиях, я думаю, обязательно сегодня поговорим чуть позже. Ну, а сейчас мы узнаем, что интересно можно будет увидеть сегодня на нашем канале. Или так. Тебя как зовут? Слушай, серьезная такая. Тамара, наша какая-нибудь. А может, ты Клава? Я Дина. Дина, что за имя? Да ладно, какая разница, пусть Дина будет. Ладно, девчонки, пошли, а то мне этот старый ночами снится будет. Да, кстати, а вы похожи. По дороге домой в белорусской деревне Муся встречает девочку-сироту Дину и берет ее с собой. Дома ее, как работавшую на немцев, хотят выслать за 101 километр. Но с помощью Мити она восстанавливает документы и удочеряет девочку. Я вернусь. Смотрите сегодня в 12:00. Общественный и государственный деятель, писатель, поэт, депутат. Его творчество многогранно, наполнено теплом души и радостью бытия, размышлениями о судьбе и думах о родине. Разиль Валеев, «Рыцари вечности», сегодня на ТНВ. 3 миллиона тебя устраивают? Деньги наличными? Да. Банк? Сперва отвечай, да или нет. Детка,
Ты случайно не из полиции? Весь мир в кармане, когда у тебя очень много денег. Так думали герои этой невероятно дерзкой и беспринципной истории, пока ситуация не вышла из-под контроля. Экранизация культового романа Джеймса Хедли Чейза «Мираж» сегодня вечером на ТНВ. Синоптики на сегодня обещают нам облачный с прояснениями день. Подробнее о прогнозе и о народных приметах расскажет наш коллега Даниор Кенджаев. Давайте посмотрим. Даниор. Привет. Даниор, выходи на связь. Привет, ребят. Всем здравствуйте, доброе утро. Как же я по вам соскучился. А вы, наверное, уже соскучились по порции народных примет. Итак, начнем. Сегодня 17 апреля, и в народном календаре эта дата трактуется следующим образом. Считается, что именно в этот день сверчок и журавль подают голос. Поскольку журавль является в народе защитником от зла, сегодня ему молятся для защиты от злых духов и сильных ветров. Ну а теперь о погоде. В Казани сегодня температура воздуха днем составит плюс 5 градусов, вечером будет чуть прохладнее, плюс 3. А сегодня будет переменная облачность. Но, к счастью, без осадков. У меня на этом все, друзья. Всем отличного настроения. Грейте себя и своих близких. Пока-пока. Спасибо большое, Даниор. Какой он довольный, счастливый. Видно, весна пришла. Весна, солнышко. Приближается 9 мая, День Победы. По традиции, уже в 3-й раз наши сограждане отдадут дань памяти той великой войне и предкам, завоевавшим победу, приняв участие в шествии Бессмертного полка. Если и в вашей семье жива память о герое войны, есть его фотографии, информация, где он воевал, расскажите о нем на ТНВ. Мы ждем ваших историй. Присылайте краткий рассказ и номер телефона в личном сообщении в группу программы «Здравствуйте» и «Манзара». Мы обязательно вам позвоним. Здравствуйте, мы продолжаем. В 3 автобусах Казани появился экспериментальный Wi-Fi. Воспользоваться интернетом можно в автобусах с гаражными номерами 821, 812 и 745. Для подключения к сети необходимо выбрать из списка доступных сетей Free Wi-Fi и пройти короткую авторизацию. Эта система позволит скоротать время во время длительной поездки в общественном транспорте и сделать интернет более доступным в пути. А между тем, специалисты советуют быть предельно осторожными при работе во всемирной сети. Тем более, если вы совершаете покупки в интернет-магазинах. Напоминаем основные правила при такого рода покупках. Здравствуйте, Руслан Эмильевич. Здравствуйте. Сейчас мы затронем тему, которая касается каждого из нас. Есть много удобных сайтов интернет-объявлений, где люди продают дорогую технику, дорогие предметы быта. На что нужно обратить внимание, чтобы не попасться мошенникам и не попасть в неприятную историю? Первое, на что необходимо обратить внимание, это убедиться в добросовестности продавца, а именно почитать отзывы об этом продавце. Второе, на что необходимо обратить внимание, это убедиться в реквизитах продавца, уточнить адрес и телефон для начала. Третье. Необходимо посмотреть правоустанавливающие документы на товар. Зачастую мошенники используют для оплаты всего один способ, поэтому необходимо выбирать продавцов, которые предлагают несколько способов оплаты. Ну, представим, что мы выбрали правильное объявление, нас все устраивает. Нужно ли заключать договор купли-продажи? Таких документов не составляется, так как вы оплачиваете, у вас сохраняется квитанция об оплате. Данный документ при возникновении претензий или иного рода спора является фактом оплаты и подтверждением отношений между продавцом и покупателем. Ну что ж, спасибо. Мы желаем всем быть внимательными, особенно при больших сделках. В шкафу женщин чаще всего огромное количество одежды, но она однотипна и не сочетается между собой. И именно из-за этого возникает извечная проблема, когда нечего надеть. Да, Соль? Да, именно так. Тщательно продуманный гардероб поможет каждый день примерять новый образ, меняя лишь незначительные детали, добавляя модные тренды сезона. Спланированный подбор необходимых вещей из небольшого ассортимента изделий поможет составить большее число вариантов. Советы нашего модного эксперта помогут вам в этом подборе. Смотрим. Здравствуйте! С вами рубрика «В стиле» и ваш модный эксперт Селина Софиуллина. Тема базового гардероба раскрывалась многими стилистами не раз. Ну так давайте раскроем ее заново, только на этот раз по-весеннему.
Базовая юбка-карандаш. Она может быть любого цвета, но я выбрала весенний вариант. Сочетаются такие юбки со всем, с классическими блузами, с футболками. Что касается обуви, то и тут выбор велик. С банальных лодочек до самых стильных кроссовок. В случае с кроссовками добавляйте спортивный верх, например, укороченную толстовку. Базовый удлиненный жилет. Что хочется сказать, так это то, что с помощью этой вещи вы можете корректировать фигуру как хотите. Удлинять силуэт, скрывать лишние сантиметры на боках или бедрах, создавать эффект отсутствия животика. Такая универсальная вещь может служить вам верной службой. Носится и с платьями, и с брюками, и даже с джинсами. Косуха. Эта верхняя одежда создает эффект того, что вы всегда в стиле. Она универсальна и может дополнять любые образы, начиная с классических вариантов, заканчивая спортивными. Маленькое черное платье. Мое выглядит так, ваше может быть совершенно другим. Главное сохранить цвет и выбрать фасон, который идет именно вам. Лодочки – обувь, которая даже самым спортивным брюкам придаст женственности и кокетства. Везде и совсем. Поверьте, самой выгодной инвестицией в ваш гардероб будет именно эта обувь. С вами была я, Селина Софиуллина, и помните, быть в стиле – это просто. Это были стильные советы от нашего модного эксперта Селины Софиуллиной, ну а мы продолжаем нашу программу. Ученые давно занимаются исследованием, как происходит познание мира ребенком, но по-прежнему этот процесс до конца не изучен. Например, замечено, что маленькие детки обладают колоссальной интуицией. Они сходу определяют, кто из взрослых по-настоящему любит их и интересуется ими, а кто притворяется. Спросите любого актера, с какой аудиторией ему легче работать, со взрослой или детской? Конечно же, со взрослой, потому что детей не обманешь, они издалека чувствуют фальшь, поэтому схалтурить не получится. На сцене детского театра нужно жить. То же самое с учителями. Только искренне любящие свое дело и самих детей будут признаны и уважаемы детьми. Сейчас рассказ о женщине, которая посвятила свою жизнь обучению детей, и она себя считает от этого очень счастливым человеком. Сегодня я хочу рассказать о человеке, который всю свою жизнь помогает другим людям. Сания Мирсалиховна Гилязова много лет проработала учителем математики. Еще будучи школьницей, она помогала отстающим ученикам, поэтому решила стать преподавателем и поступила в Казанский педагогический институт. А после его окончания по распределению приехала в Ленина-Кокушкино. Первые годы было очень трудно. Дали мне класс, от которого отказались многие учителя. Он был такой неуправляемый, 7 класс, а это возраст такой, такие все дети. Я не знала, что делать. Я молодой педагог, вот я не могла, они еще татарский класс, я татарский не знаю, надо было им доступно объяснить, чтобы они поняли меня. Они мне всегда говорили одно слово – не понимает. Все, мы не понимаем. То есть на мой урок ставили крест. Предупредила. Я говорю, буханку хлеба несете с собой? Мы с вами будем до тех пор, пока это до корки не догрызем хлеб, и пока вы не освоите то, что я вам объясняю. Сидели мы долго, наверное, до 9:30 ночи. Они, значит, начали пытаться решать. После этого, значит, по школе прошел слух. С Санией Мирсалиховной шутить нельзя. На уроке была тишина. Спрашиваю, объясняю, спрашиваю. Вы понимаете? Понимаем, Сания Мирсалиховна, давайте дальше. Сания Мирсалиховна помнит всех своих учеников и с радостью рассказывает о них. Для нее они самые дорогие и близкие сердцу. Прихожу в следующий раз, я говорю, с праздником вас, ребят. Какой праздник? Я говорю, день рождения пионерской организации. Они не знают, кто такие звеньевые, кто такой председатель отряда. Они вообще председатель совета дружины. Такого понятия у них уже нет. Они говорят, ой, завидно, говорят, конечно, тому периоду. Я им все это рассказываю, все показываю, в песнях это покажу, на экран это тоже выведут. Сания Мирсалиховна работала и председателем сельсовета, была главой Совета местного самоуправления. В
все у нее получалось, потому что в первую очередь она хотела помочь односельчанам. Но в глубине души наша героиня понимала, что ее призвание – учить детей. И она вернулась в школу, но уже директором. Дети и учитель, конечно. Учитель должен их зажечь. Учитель должен их понять. Учитель должен их вести за собой. Вот если учитель ведет, дети же они такие. Они никогда в плохую сторону не отойдут никуда. Они будут идти за всеми мыслями, идеями и как Данка с сердцем впереди. После выхода на пенсию Сания Мирсалиховна решила продолжить педагогическую деятельность и стала преподавать математику в гимназии номер 177. Здесь выпустила свой последний класс и вернулась в родной поселок. Вспоминает, как на выпускном вечере ей вручили грамоту в номинации «Сердце отдаю детям». Эти слова говорят о многом, призналась она. Я свое счастье вижу, вначале видела в работе своей, вот учителя, работы учителя. Потом во внуках. Вот мои внуки, для меня это великое счастье. Я сопереживаю с ними все их радости, все их неприятности. Вот для меня это все. Мои внуки. А еще в этом году Сания Мирсалиховна отмечает 45-летний юбилей семейной жизни. У нее 2 детей, 4 внуков, и это огромное счастье, призналась она нам. Но мне повезло. Она была самая красивая в факультете. Посмотрела на меня и поженились. Ей спасибо, прекрасные дети, внуки. Вот такая счастливая семья живет Ленина Кокушкина. Будьте и вы счастливы. Есть профессия, есть призвание, а есть любимое дело. Сания Мирсалиховна, вот побольше таких специалистов, и мне кажется, образования у нас, и дети будут просто тянуться к таким педагогам. Конечно же, мы желаем счастья и семейного благополучия, и пусть дети вас только рады. Наши дети нетерпеливы, не дожидаясь, когда они пойдут в школу, и им дадут ответы на 100 тысяч. Почему? Они забрасывают родителей вопросами, которые зачастую ставят в тупик. А детей порой интересуют очень необычные вещи. И отмахнуться банальной фразой «вырастешь, узнаешь» не получится. Мы расскажем, что мы хотим узнать. Я хочу узнать, как вода из бассейна как не попадает в море, потому что там есть заборчик, но волны же из моря, они вот так вот, вверх идут вот. Или когда плескаются люди, как вода не попадает в море, потому что плески, это вода, которая перепрыгивает и попадает уже в воду. Это я увидел в Арабских Эмиратах, это страна, а город Дубай. Еще я хочу узнать, как вода, когда мы поливаем дерево, как вода попадает в корни дерева и как много хватает дереву воды этой. А еще я хочу узнать, как папа работает на компьютере и как знает все кнопочки, куда, чтобы нажималось и чтобы у него что-то получилось. Это очень интересно. Я хочу стать великим футболистом и хочу узнать, как самые лучшие футболисты пинают самыми точными удары в ворота. И я еще хочу бегать быстрее всех в мире. И еще я хочу узнать, что закапано глубоко-глубоко под землей. А это я буду делать, когда у меня будут выходные от футбола. Я хочу узнать, почему некоторые ученые обнаружили следы динозавров не на земле, а вертикально на скале. Неужели раньше динозавры могли ходить по стенам, как пауки? Еще я хочу узнать, как работают ракеты и почему они могут летать так далеко. Еще я хочу узнать, откуда взялись молекулы и увидеть их под настоящий микроскоп. Я хочу узнать, как делается настоящее мороженое, чтобы
сделать его для мамы, папы и сестры двоюродной, и кто придет ко мне на день рождения. И я хочу узнать, как делаются деньги, чтобы дать 5000 денег для мамы, папы, и чтоб я купила для себя лол и вкусняшки для дома. А когда я вырасту, я хочу узнать все про моду. Вот так вот, видишь, какая девочка. Все для дома и хочет узнать, из чего, как же делается и из чего деньги. Я вот тоже хочу узнать, и где их делают. Да. А я вот хочу все-таки еще раз узнать, какая же сегодня у нас будет погода. Очень хочу узнать. А я думаю, Даниор сейчас тебе все расскажет, и нашим телезрителям тоже. Даниор, привет. Расскажи, пожалуйста. Привет, ребят. Всем здравствуйте, доброе утро еще раз. Я продолжаю вам рассказывать о погоде в Казани здесь и сейчас. Но для начала, как обычно, я расскажу вам пару интересных народных примет. Итак, если вы сегодня встали слишком рано и увидели золотисто-розовый закат, то это значит, что в ближайшее время погода будет прекрасной. Ну а теперь о погоде в Казани. Сегодня температура воздуха днем составит плюс 5 градусов, вечером будет чуть прохладнее, плюс 3. Переменная облачность, но, к счастью, без осадков. У меня на этом все. Всем отличного настроения. Грейте себя и своих близких. Пока-пока. Я узнала секрет Даниора. Он, видимо, днем спит, потому что он просыпается, и он видит закат. Рано проснувшись, увидеть закат. Даниор, на самом деле люди здесь с утра видят рассвет, а вот ты, пожалуйста, не спи, пожалуйста, днем, спи ночью. Ничего страшного, у человека работа к этому располагает. Зато с утра он нам всем рассказывает, какая будет погода. Ну а мы расскажем сейчас, точнее продолжим, что же прогнозируют сегодня астрологи. Весам придется действовать стремительно, чтобы все успеть и привлечь к себе тех, кто умен и опытен. На этой ниве можно развернуть такую деятельность, что карьера пойдет в гору. Нива вообще хорошая машина. Гороскоп на сегодня Скорпионам говорит о возможном эмоциональном всплеске. Целый букет неожиданных событий и известий способен даже вас сбить с толку. Помните присказку. Предупрежден, значит вооружен. Присказка тоже хорошая вещь. Да. У стрельцов день будет достаточно бурный и сложный. Могут произойти серьезные перемены в профессиональной и личной жизни. Но звезды говорят, что одно из ваших достоинств – вера. Верьте в то, что вы способны многого достичь. Верь. Спасибо. Спасибо, адепт. У козерогов день может оказаться противоречивым. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давними партнерами по бизнесу. Однако поспешность или сконцентрированность на личных интересах могут помешать осуществлению замыслов. Водолеи будут слишком эмоциональными и несдержанными, что может привести не только к ссорам, но и нервному срыву. Ведь от вашего бурного поведения все только усугубится, и доказать ничего не сможете. Будьте спокойнее, все наладится, и очень скоро. Спасибо. Сегодня резко изменится настроение у влюбленных рыб, особенно если они не договорятся о чем-то с избранником. Попытайтесь быть мудрее, не торопите события и, конечно же, сделайте подарок от чистого сердца. Ну а мы завтра ждем всех наших телезрителей у экранов телевизора в 8-10 утра. Всем отличного дня, до встречи. Всем пока.